Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Перемены, которых вы не ждете. Либо не ждете в принципе, либо слишком долго они не приходили. Будем смотреть на самое ближайшее будущее. Самое ближайшее будущее — это срок в 3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте узнаем, что же поменяется, что произойдет из того, чего уже совсем не ждете. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Начать хочу с этого медведя. Медведь с правой стороны. Медведь большой, а вы маленькая, либо маленький, если смотрит меня мужчина. Медведь — это сильный, надежный человек. Это может быть и друг, и какой-то серьезный, маститый покровитель. У вас такой человек в жизни появится, причем этот человек придет к вам сам, и сам вам будет предлагать и дружбу, и помощь, и покровительство. Но это действительно кто-то очень важный, авторитетный, при власти, при возможностях, при связях. Вы понимаете, да, медведь. Сильный, мощный человек. А ваша фигурка, смотрите, он медведь, да, какой медведь, и ваша фигурочка прям крошечная. К вам придет новый человек. Человек, который станет вам и другом, и защитником, и помощником. Вы давно нуждались в таком человеке. Либо именно в данный период времени вы особо остро чувствуете необходимость в сильном плече, в надежном друге, в хорошем, смелом и маститом покровителе. Такой человек у вас появится. Причем появится в самый нужный момент. В самый нужный момент. Вы не успеете подумать, что вам одной либо одному тяжело, и этот человек прям появится, проявится в вашу сторону. Видите, медведь становится над вами, вас берет под покровительство, под защиту берет. Опять же, да, может быть и подруга у вас такая появится, мощный, сильный человек, который вам действительно помогает. Не просто так дружите, общаетесь, а человек действительно вам помогает. Сильный на самом деле знак. Здесь в центре показывают, что вы занимаете свое место под солнцем. Смотрите, вы в себя не верите. Возможно, никто в вас не верит. Но вы идете к своему месту теплому и прекрасному. Да? Свое место под солнцем вы точно займете. Кто-то в работе, в карьере, кто-то в бизнесе, кто-то, может быть, популярность свою наконец-таки получит. Видите, вы на пьедестале, вы выше, чем другие люди. И вы стоите, наслаждаетесь этим моментом, когда на вас попадают приятные теплые лучи солнца. Момент славы, момент признания, момент повышения, момент популярности. Вы все разные, у каждого будет в своем направлении, но свое теплое местечко под солнцем вы точно и найдете, и займете. Здесь вы, кстати, прям разочарованы очень сильно. Сейчас вы разочарованы. Вы сейчас в какой-то пустоте находитесь. И вам кажется, что никогда вы ни по карьере не вырастете, либо никогда вы популярны не станете, никогда не добьетесь своего успеха. Но это лишь только кажется. Видите, вы на пьедестале стоите. И солнышко на вас светит. Это ваше будущее. Причем мы смотрим с вами на 3 недели. Да? За 3 недели вы очень многого добьетесь. Здесь очень шикарный знак. Так, идем дальше. Человек, который вам когда-то нравился.
либо человек, с кем бы вы хотели иметь отношения, но человек так и не решился, либо так и не проявился, либо вообще со временем где-то потерялся. Этот человек еще остается в вашем сердце, в ваших воспоминаниях есть. Может быть, иногда вы вспоминаете об этом человеке, либо этот человек вам снится. Смотрите, каково же будет ваше удивление, когда этот человек появится, причем появится очень близко к вам. Человек потянет к вам руки, человек начнет вам что-то предлагать. Ну, например, себя, свою компанию, отношения, да, прям удивит вас очень сильно. Удивит вас не только то, что человек появился и предлагает, а еще история, которую человек вам расскажет. Смотрите, человек тоже к вам испытывал взаимные чувства, но у человека не было ни малейшей возможности к вам тогда давно проявиться. У человека была очень сложная ситуация, и он очень долго боролся с этой ситуацией, да, выпутывался из этой ситуации. Ой, ну будете ходить просто под впечатлением. Но счастливая, потому что тот, кто вам нравился, он к вам проявится. Причем не просто проявится, тут конкретные предложения идут. Конкретные серьезные предложения. С левой стороны кто-то будет уезжать. Причем уезжать как-то в спешке, быстро, как будто бы человек бежит, убегает. Уезжает тот, кто создавал вам проблемы, либо уезжает тот, кто был, как, знаете, заноза в ваших ногах. Именно этот человек уезжает как-то со спешкой, с суетой и, вот знаете, одним моментом. Да? Сегодня еще видели, а на завтра узнаете, что человек уехал. Вот этому событию вы очень обрадуетесь, очень. Уедет этот человек, и у вас в жизни больше светлых солнечных дней наступит. Как тень с вас сойдет, когда этот человек уедет. Меньше переживаний, меньше стресса. Вам прям очень полегчает. Так, еще с левой стороны. Здесь люди получают какую-то добрую, благую весть. Сверху спускается эта весть. Это не птица, это сверху спускается молнией. Это какой-то новый закон, это какие-то новые правила. Это то, что дает людям и свободу, и какую-то мобильность, и возможности. Возможность поменять свою жизнь к лучшему. Скорее всего, законы. Законы в стране, где вы сейчас проживаете. Что-то там будет меняться, и для всех это будет большой-большой плюс. Люди все порадуются. Люди были грустные, озабоченные какими-то проблемами, а теперь все радуются. Знаете, общий праздник будет. Общий праздник, все такие веселенькие. Но и вам эта новость, она прям по сердцу придется. Ведь вы очень в последнее время переживали из-за каких-то законов, из-за каких-то правил, которые вам что-то запрещали, либо не позволяли. А тут смотрите, какая благая весть спускается. Хороший момент. Об этом люди будут долго и много говорить. Вот. А вы поспешите. Как только этот закон будет объявлен, сразу вот в числе первых идите и свой вопрос, свою проблему решайте. А то потом в очереди долго придется стоять и ждать, да? Пока все желающие пройдут. Там очень быстро люди набегут. Да. Подсуетиться надо немножко. Так, большая паучиха в своей же паутине запуталась. Ну, это какая-то интригантка. Это какая-то злобная женщина. В своей же паутине запуталась. Женщина оказалась непробиваемой. Да, ничего ее не брало. И она себя очень уверенно чувствовала. Но видите, сколько веревочки не виться, а конец вот он рядом. Что-то там такое произойдет, что она сама в своей паутине запутывается. И то, что она делала для других, на нее же и обрушится. Не будет этой паучихи, она там изгинет в своей этой паутине. И не будет ни вас беспокоить, ни других людей. Русалка. Мужчине голову морочила. Вашему мужчине, либо это ваш сын, какая-то русалка, ну, женщина-обманщица. Женщина, которой верить ни в коем случае нельзя. Морочила, и вот до мужчины доходит, что она вовсе не женщина, а она русалка. У него глаза на эту женщину открываются. Здесь мужчина как-то быстро с ней вопрос решит. Прям порвет чуть ли не в один момент, не в одну секунду.
Ну, для вас это тоже очень приятно будет. Даже если это ваш, ну, допустим, сын, да, не с той женщиной спутался, связался, то вам будет очень приятно, что они расстались. Но вот он ее как выгоняет, от себя прогоняет. Говорит, уходи, больше тебя видеть не хочу. А может быть, вы долго, ну, треугольники находились. И вот я вижу, что мужчина русалку прогоняет. Говорит, плыви отсюда, пока хвост не оторвал. И все, и история заканчивается. Эта русалка с пустыми руками уплывает. Так, с правой стороны тройки идут. Причем тройки очень важные. Надежные друзья, умные люди, толковые советчики, может быть, знания, да, которые люди передают друг другу. У вас тройка вверху, у вас тройка внизу. Тройка внизу помогает, а тройка вверху она поддерживает. Чему-то вы будете учиться, обучаться, с умными людьми общаться. Здесь хорошие знаки. Вас окружают толковые, дельные люди. Не пустобрехи, не там всякие задавалы, а именно умные, толковые люди, у которых вы учитесь и благодаря которым вы растете. Такая мощная поддержка идет в вашу сторону. Еще вижу какое-то место, которое вы начнете посещать. Для вас это раньше казалось невозможным. Ну, допустим, кто-то не имел возможности посещать, пусть будут танцы, либо какие-то спортивные занятия, может быть, еще что-то. Вам казалось, что это невозможно, этого быть не может. Там, ну, просто некуда ходить. Да? В вашем городе некуда ходить. Либо вам очень далеко ехать, либо вы малоподвижный, маломобильный человек. Но смотрите, возможности у вас появятся. С опаской вы туда пойдете, очень быстро вольетесь и будете себя чувствовать как рыба в воде. И вам это очень поможет. Поможет раскрепоститься, раскрыться, оздоровиться. Ну, опять же, настроение у вас поменяется. У меня идет такое ощущение, что это со спортом как-то связано. Танцы, может быть, плавание, может быть, какой-то фитнес, спортзал. Но будете, и вам это очень и по нраву придется, и пользу вам принесет. Так, а здесь человек попадает в более комфортные условия. Смотрите, то ли вы сами себе эти комфортные условия создаете, то ли кто-то вам создает. Ну, допустим, это может быть что угодно. Там, поменять мебель, сделать ремонт, может быть, что-то заменить, устаревшее в месте, где вы проживаете. Как-то тоже, знаете, одним моментом вам об этом сообщат, объявят, и вам сложно будет в это поверить, ведь вы действительно очень-очень сильно долго ждали. Да? Когда же этот комфорт настанет? Вот, пожалуйста, все начнут работать, все начнут менять, ремонтировать. Опять же, замена, да, старого изжившего себя на что-то новое, красивое, удобное, прекрасное. Но здесь как-то мужчины решают. Мужчины либо делают, либо решают, либо покупают, ну, либо ремонтируют. А ваше дело это просто либо наблюдать, либо где-то там переждать этот момент ремонта. Но все равно вы будете очень рады. Так, еще какой-то вопрос с вашим состоянием решится. Состояние здоровья, я так понимаю. Здесь перемена произойдет. Я вижу новое лицо, к которому вы как-то с недоверием относитесь. Может быть, новый лечащий врач, да? Либо там специалист, к которому вас отправят. И вы знаете, сначала у вас недоверие, вы не верите в то, что этот человек что-то может сделать толковое. Может быть, человек слишком молод, либо человек как-то себя ведет несерьезно. Но пообщавшись немножко с этим человеком, вы понимаете, что вам очень повезло. И именно этот человек вам поможет избавиться от какой-то постоянной надоедливой боли. Да? Вам легче станет. Может быть, какое-то хорошее, адекватное лечение. Возможно, человек наконец-таки поставит правильный диагноз, да, и тогда и протокол лечения будет соответствующий. Но поможет, и вы будете благодарны этому человеку. Смотреть как на целителя, того, кто действительно исцеляет. Не время ваше тратит, не деньги ваши, да, на лекарства тратит, а именно исцеляет. Между мужчиной и женщиной
наладятся взаимоотношения. Я так понимаю, что вы пара, причем пара, скорее всего, супружеская. Либо есть, либо когда-то были. Да, возможно, вы уже расстались, развелись. Вижу, что вы общий язык найдете. И вижу, что мужчина будет очень сильно стараться вам угодить. Вот никогда он такого не делал, никогда не шел к вам навстречу, никогда не старался вас порадовать, никогда с вами не соглашался. А тут его как будто бы подменили. Как будто бы это не он, да, другой человек. Это будет очень приятно. Вы, конечно, сначала с опаской к этому отнесетесь всему, скажете, ну, он меня точно дурит. Да? А потом поймете, что он действительно очень сильно поменялся. Поймете, что он вами дорожит. Поймете, что он опять хочет быть в семье. И в семье не абы с кем, а именно с вами. Понимаете, вот у вас как новый всплеск, да? Настоящий всплеск эмоций и чувств. Когда вы уже все, как говорится, видели, когда вы все осознаете, когда вы не под страстями принимаете решение там, сойтись, пожениться, а уже по любви, да, зрелой любви. Люди сойдутся и заживут лучше, чем прежде жили. Вернее, вы так еще никогда не жили. У вас прям тьфу-тьфу какая-то идиллия между вами. Да? Вы друг другу навстречу идете, вы откровенны с друг другом, вы с друг другом соглашаетесь, вы не перечите друг другу. Как второй медовый месяц у вас начнется, и новая семейная жизнь у вас начнется. Если у вас есть общие дети, ну для детей это просто фантастический подарок судьбы. Дети будут безумно счастливы, что мама и папа, вот они не ругаются, они любят друг друга. Просто шикарно. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, идем дальше. Так, мужчина над головой держит огромного оленя с левой стороны. Но это, скорее всего, ваш мужчина. Мужчина, в которого вы уже не верите. Мужчина, с чьими повадками, с чьим поведением вы как будто бы смирились. Да? Ну, пьет, что я поделаю. Либо там не хочет работать, ну, не работает, что я могу поделать. Вы уже все перепробовали, но ничего не получалось. Все, что бы вы ни делали, ничего не помогало. А тут он, смотрите, сам встает, как этот Геракл, да, и держит оленя над головой. На самом деле это очень сильный знак. Знак крутых перемен именно в жизни мужчины. Здесь полное обновление, полная перезагрузка. И плюс мужчина сам себя находит свое призвание, предназначение, находит в себе силы бороться со своими пагубными привычками, либо превратностями своего характера. Самый вот прям безнадежный мужик прям расцветет, на глазах расцветет. Мало того, что расцветет, так он еще очень удачно куда-то пристроится, либо чем-то удачно займется. У одних на работу очень классно устроится, где он очень сильно вырастет, потому что олень, он главный. Либо это бизнес, которым он займется, будет в этом бизнесе очень стремительно расти. И женщина, которая считала мужчину безнадежным, ну, сложно будет, конечно, в это поверить, и будете сами себя щипать, но это так. Мужчина еще себя покажет. Знаете, как придет его время, придет его час. Он не безнадежный. Он просто запутался, он потерянный. Он найдет свой путь, он найдет свою дорогу. И не зря вы терпели, и не зря вы ждали, не зря вы надеялись. Все еще будет. И будет так, как вы даже в самых смелых мечтах не мечтали, не представляли. Здесь в корне поменяются отношения между вами в лучшую сторону. И если раньше вы его на себе тащили, то теперь он и оленя на себе тащит, и вас тащит, и детей всех на себе потащит. Как долги будет возвращать, да? Он вам должен, и он будет это все возвращать. Так, еще жираф с короткой шеей. Ну, здесь какое-то долгое дело, долгая затея. Либо вам сказали, что нужно будет очень долго ждать. И вы как будто бы смирились, либо приняли эту ситуацию, ну, как есть, да, что я могу поделать. Но окажется, что у жирафа очень короткая шея.
причем ультракороткая шея. Вы настраиваетесь на долгий срок ожидания, а событие очень быстро прилетает в вашу жизнь, да, либо ситуация очень быстро разворачивается. Здесь вы можете быть даже немножко не готовы, либо как врасплох вас это все застанет. Когда вам говорят, что нужно долго ждать, имейте в виду, что все может поменяться, причем очень резко, там, в течение даже нескольких дней, там, нескольких недель. Да, думайте об этом и всегда будьте наготове. В самом венце звезды падают. Звезды падают, причем падают на вас. Мечты исполняются, желания исполняются. Разные. Здесь прям такой мощный звездопад. У кого-то отыграется, что у вас так синхронно они будут там одна за одной падать, а у кого-то будет такой момент в жизни, когда сразу много звезд нападает, да, сразу много желаний исполнится. Но вы это все заслужили. Вы невероятно добрый человек. Ваши добрые поступки, они все будут оплачены вот таким скорым исполнением ваших желаний. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.